Третий день массовых протестов в Тегеране. Иранцы резко недовольны реакцией режима Аятолл во время кризиса, вызванного обстрелом и последующим крушением украинского Боинга. Тем временем в Киеве этот инцидент отныне классифицируют не как несчастный случай, а как умышленное убийство двух и более человек. Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. Единственная иранская медалистка Олимпийских игр таэквондистка Кимия Ализаде бежала на Запад. В соцсетях она заявила, что иранский режим использовал ее в своих целях. Профессиональное сообщество Кыргызстана уверено, что журналиста-расследователя Болота Темирова избили из-за публикации его громких материалов. Тем временем в МВД полагают, что нападение на Темирова – обычный грабеж. В объективность следствия я лично не верю, и, соответственно, мы с коллегами решили проводить собственное журналистское расследование. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Третий день в Иране продолжаются антиправительственные протесты. Массовые акции вспыхнули после того, как корпус стражи исламской революции признал свою ответственность за обстрел украинского Боинга. По словам демонстрантов, силы безопасности применяют оружие для подавления протестов. Подробнее расскажет Ольга Жирносек. Основное требование протестующих – наказать виновных в катастрофе украинского Боинга. Большинство участников акции – это студенты. Среди погибших на борту самолета было много иранцев, в том числе учащихся в университетах. Сообщается о жестоких стычках демонстрантов с силами безопасности. В Твиттере очевидцы публикуют множество фото и видео происходящего. На одной из видеозаписей протестующие помогают женщине. Вероятно, у нее огнестрельное ранение в ногу. Демонстранты на улицах Тегерана срывают портреты Касема Сулеймани. Глава спецподразделения Аль-Кудс корпуса стражи исламской революции был убит американскими военными 3 января. Это привело к обострению отношений между Ираном и США. А это видео, снятое возле здания университета имени Шахида Бехешти. На нем протестующие студенты стараются не наступать на изображения израильского и американского флагов, нарисованных на асфальте. Президент США поддержал протестующих в Твиттере, продублировав свою запись на фарси. Лидерам Ирана: не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего великого иранского народа. Глава судебной системы Ирана, в свою очередь, назвал демонстрантов иностранными агентами. Нация не допустит, чтобы агенты Америки и других стран использовали проблему с украинским самолетом, чтобы тревожить общественное мнение. Соответствующие органы разведки и полиции будут пресекать это и не позволят поставить безопасность под угрозу. Протесты начались в субботу после того, как власти Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский Боинг. Самолет международных авиалиний Украины разбился 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Иранские власти заявили, что приняли гражданский самолет за крылатую ракету. Ольга Жирносек. Настоящее время. На фоне резкого недовольства иранцев режимом Аятолл случилась еще одна история. Камия Ализаде, единственная в истории спортсменка из Ирана, которая завоевала медаль на Олимпийских играх, заявила в соцсетях, что эмигрировала из страны по политическим мотивам из-за лжи, несправедливости и потому, что не хочет ассоциироваться с коррупцией и ложью иранских властей. Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году завоевала бронзовую медаль на играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по таэквондо. Она подчеркнула, что решение уехать из страны было для нее сложнее, чем завоевать золотую медаль Олимпиады. Ализаде не рассказала, куда именно уехала, но некоторые иранцы предполагают, что теперь спортсменка живет в Нидерландах. Официальные спортивные власти Ирана отрицают эту информацию. Ализаде также написала, что где бы она ни была, она продолжит оставаться дочерью Ирана. Ализаде также обвинила режим Аятолл в подавлении личности и эксплуатации спортсменов в своих целях. Я одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране, которая была игрушкой в их руках все эти годы. Они меня возили, куда хотели. Я носила только то, что они мне говорили носить. Я всегда должна была повторять за ними те слова, которые они приказывали. При любом удобном случае они эксплуатировали меня.
О ситуации в Иране мы поговорим с иранистом, главным редактором сайта Oriental Express Info Михаилом Бородкиным. Михаил, здравствуйте. Скажите, насколько опасны нынешние протесты в иранском обществе режиму аятолл? Нужно сказать, что протесты потенциально, конечно же, могут оказаться очень опасны, но пока рано делать конкретные выводы, потому что мы пока еще не можем сказать, кто именно поддержит вот эту вот нынешнюю волну антиправительственных выступлений. На данный момент мы видим там пока участие студентов разных вузов, практически по всей стране, не только в Тегеране. Вот, но одних студентов недостаточно. В ноябре в демонстрациях участвовали также представители там, рабочего класса, условно, если можно так сказать, представители бедных слоев населения. Пока еще мы не видели, чтобы они примкнули к этой волне, но мы в самом начале, то есть, процесса, и нужно продолжать наблюдать за ним. Ну вот вы уже упомянули, вот совсем недавно по Ирану прокатились массовые протесты, власти были вынуждены отключить интернет и заблокировать телефонную связь. Погибли до 1000 демонстрантов. Тогда причиной волнений была внутренняя политика, вот теперь внешняя. Власть делает какие-то уроки и что-то меняется вообще в стране? Выводы делаются, но на уровне борьбы с симптомами. Сегодня мы наблюдаем, после того, как был сбит самолет украинский, и после того, как иранские власти признали, что самолет был сбит их системой ПВО, они сейчас пытаются представить эти протесты как исключительно как реакцию на вот эту вот трехдневную задержку, в течение которой иранские власти отрицали, что самолет был сбит. И они пытаются, значит, мы видим определенное противостояние между гражданским правительством и военными, которые друг на друга перекладывают ответственность за то, что вот 3 дня страну держали в неведении или, грубо говоря, просто лгали. Вот они сейчас пытаются представить эти вот протесты как исключительно реакцию на вот эту вот ложь трехдневную и, значит, перекладывают ответственность друг на друга. Михаил, вот демонстранты отказываются топтать американские и израильские флаги, что очень показательно. Можно ли утверждать, что многолетний вектор ненависти к большому и малому сатане, как называют США и Израиль в Иране, сломленный народ больше не хочет жить ненавистью? По крайней мере, те, кто участвует в этих демонстрациях, действительно устали от этого. Помимо того, что, как вы правильно сказали, они сейчас старательно обходили вот эти вот изображения израильского и американского флага в кампусе, они также скандировали «хватит Газы, хватит Ливана, мы живем в Иране». То есть они недовольны тем, что правительство тратит огромные средства на продвижение идеологии своей, на продвижение экспансии, на поддержку террористических движений в других районах, и вместо того, чтобы заняться спасением иранской экономики. Вот сегодняшняя новость. Эмир Катара якобы передал высшему руководству Ирана послание от США. Вообще, о чем идет речь и как вообще развиваются отношения Ирана и США после всех громких событий последних недель? Мне кажется, что сейчас обе стороны стараются добиться снижения эскалации напряженности в регионе. И я думаю, что это предложение или там послание со стороны США к Ирану могло быть, звучать как предложение вести какие-то тайные переговоры, искать пути выхода из кризиса и предотвратить полномасштабное столкновение между Соединенными Штатами и между Ираном на Ближнем Востоке в ближайшее время. То есть, скорее всего, сейчас обе стороны заинтересованы в том, чтобы снизить накал страстей. Михаил, вот если вернуться к новости выходных, когда Иран признал, что сбил самолет украинский, вот то, что Иран признался, что сбил украинский самолет, для самого Ирана это плюс или минус? Да, я считаю, что признание своей вины в данном случае это плюс, это очень разумный ход, потому что нужно в такой ситуации не стоит затягивать ложь, нужно как можно скорее признать правду и, по крайней мере, изобразить попытку искупить свою вину. Хотя думаю, что на самом деле это будет искренняя попытка искупить свою вину, потому что опыт прошлых подобных инцидентов в других странах показывает, что для режима, как правило, никаких последствий такой инцидент со сбитым самолетом пассажирским не несет. Обычно договаривают о выплате каких-то компенсаций, и на этом все заканчивается. А вот если тянуть с признанием и продолжать лгать, то, естественно, это может привести к взрыву внутри страны. В первую очередь потому, что тут погибли иранские граждане. В самолете погибло 145 иранских граждан. Конечно, у половины из них были и канадские паспорта. Но я хочу сказать, что иранские СМИ называют всех вот этих вот 145 человек иранцами. То есть для Ирана это погибли иранцы. И естественно, что в такой ситуации не стоит обманывать, а нужно было признаться и то, что они не сделали.
Михаил, еще один вопрос вам задам. Можно ли спрогнозировать, чем закончится нынешний кризис? В данный момент невозможно, потому что мы только в самом начале развития событий, мы в самом начале процессов. Нужно наблюдать за тем, будут ли расширяться беспорядки, то есть не беспорядки, акции протеста, демонстрации, будут ли они охватывать все более широкие слои населения, с одной стороны. А с другой стороны, следует следить за тем, будет ли углубляться конфликт, будет ли обостряться конфликт между иранским руководством и между иранским корпусом стражей исламской революции по поводу вот этого сбитого самолета, по поводу того, кто из них больше виноват в том, что вот в течение 3 дней они скрывали правду и так далее. Но это только предлог. А на самом деле там, похоже, развернулась нешуточная борьба за власть и за влияние, в том числе и на верховного лидера, и просто за политическое влияние в стране. Вот эти вот 2 момента, на которые нам следует обратить внимание в ближайшие дни, и тогда будет понятно, над чем угрожает на самом деле иранскому режиму нынешняя волна протестов. С нами на связи был главный редактор сайта Oriental Express Info Михаил Бородкин. Большое вам спасибо еще раз, Михаил. Всего доброго. Мы продолжаем выпуск. Главное следственное управление службы безопасности Украины ведет расследование крушения Боинга в Иране сразу по 3 уголовным статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Служба безопасности Украины по поручению Офиса Генпрокурора переквалифицировала уголовное производство по делу об авиакатастрофе в окрестностях Тегерана с учетом новых данных. Они были получены от международных партнеров, украинских экспертов, а также после признания официальным Тегераном факта ракетного удара по самолету от самого Ирана. В Службе безопасности Украины сообщили, что на данном этапе расследования идет сбор информации. Я напомню, пассажирский Боинг международных авиалиний Украины, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился через несколько минут после вылета. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. В минувшую субботу власти Ирана признали, что украинский Боинг был сбит по ошибке аэрокосмическими силами корпуса стражей исламской революции. На прямой связи с нашей студией из Киева корреспондент нашего телеканала Евгения Токарь. Узнаем у нее самые последние новости. Жень, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, про последние заявления украинских властей относительно авиакатастроф. Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский накануне записал свое видеообращение. Он сделал это после своего телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Он принес официальное извинение всей Украине и семьям погибших в этой авиакатастрофе. По словам Зеленского, тому, что Иран признал, что сбил украинский Боинг, очень сильно способствовало международное давление, международная поддержка. И Зеленский поблагодарил лидеров США, Канады и Великобритании в том, что они дали Украине свои данные, доказательства и вышли с соответствующими заявлениями. С президентом Ирана Владимир Зеленский договорился о том, что в максимально сжатые сроки будет уже завершена идентификация тел погибших и их подготовят для возвращения в Украину. По словам Зеленского, это должно произойти уже к концу этой недели. О чем еще говорили с президентом Ирана, давайте послушаем. Ми також домовились про початок спільної роботи з розшифровки 2 бортових самописців чорних скриньок. Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. По словам Зеленского, в Украине также будут всячески способствовать тому, чтобы максимально скоро выплатили компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе и от перевозчика, и от страховой компании, и непосредственно от Ирана. Также сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко в Сингапуре заявил о том, что сбитый Боинг – это максимальная ответственность правительства Ирана. По его словам, недостаточно наказать тех людей, которые были непосредственно исполнителями, а нужно привлечь к ответственности и тех людей, кто дал приказ нажимать на кнопку. Женя, украинские спасатели начинают возвращаться из Тегерана в Киев. Что рассказывают люди, которые работают на месте катастрофы? Есть ли какие-то конкретные результаты? Да, известно, что часть группы украинских спасателей уже вот скоро должна вернуться в Украину. Они исследовали обломки самолета на месте катастрофы. По словам самих спасателей, они собирали фрагменты самолета, очищали их от грязи и пытались восстановить фрагмент корпуса самолета. Также они сортировали оставшийся багаж и уцелевшие личные вещи погибших. По словам властей, для полного завершения расследования необходимо провести еще ряд действий.
следствии, поэтому о каких-то конкретных сроках или о предварительных результатах расследования пока не говорят. Известно еще, что на месте осталась часть украинской группы. Это те люди, которые непосредственно занимаются следствием и идентификацией тел погибших вопросами ДНК. Женя, как вообще украинцы реагируют на действия своего руководства? Создается впечатление, что власть не знает, как себя вести. Зеленский, и на все реагирует последним. У нас немного времени. Да, ну вот украинская власть в этом инциденте вела себя очень осторожно, даже после того, как и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и премьер Великобритании Борис Джонсон заявили о том, что это все-таки Иран сбил украинский Боинг, то украинские власти не сразу отреагировали на это, взяли небольшую паузу, и потом президент Зеленский вышел с заявлением, попросил их из США, Канаду и Великобританию дать свои доказательства Украине. И вот такая немножко запоздалая реакция вызывает негодование многих украинцев. Также многие были возмущены тем, что глава службы безопасности Украины вплоть до вечера пятницы находился на отдыхе, он не был в Украине, поэтому это немножко возмущало. Жень, большое тебе спасибо. Продолжай следить за развитием ситуации. Всего доброго. Смотрите далее в нашей программе. Профессиональное сообщество Кыргызстана уверено, что журналиста-расследователя Болота Темирова избили из-за публикации его громких материалов. Тем временем в МВД полагают, что нападение на Темирова – обычный грабеж. В объективность следствия я лично не верю, и, соответственно, мы с коллегами решили проводить собственное журналистское расследование. Мы продолжаем нашу программу. Освободить задержанных в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. С таким требованием сегодня вышли митингующие на акцию протеста к зданию парламента в Бишкеке. Пикет организовали представители общественного объединения «Чегара. Граница». Они заявили, что в момент обострения ситуации сотрудники милиции Кыргызстана задержали 4 человек, которые, по их словам, выступили против провокации со стороны граждан Таджикистана. Кроме того, митингующие обратились к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову усилить работу по делимитации и демаркации границы, иначе подобные конфликты будут продолжаться впредь. Мы не знаем, какое решение будет принято. Все, что мы можем, мы делаем, чтобы освободили задержанных. Это наше основное требование. Я напомню, очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в ночь на 10 января. Жители приграничных сел двух стран закидывали друг друга камнями. Были слышны выстрелы, а жители одного из сел Баткенской области Кыргызстана пришлось даже эвакуировать. Обошлось без жертв. Вину за случившееся обе стороны переложили друг на друга. При этом милиция Кыргызстана задержала 4 человек. В Нур-Султане возобновились социальные протесты. Несколько десятков казахстанских матерей вышли на акцию и потребовали выплатить им обещанные пособия в 21 тысячу тенге. Это порядка $55 на каждого ребенка вне зависимости от количества детей. Сначала матери пришли в Министерство труда и социальной защиты населения, а затем направились к резиденции президента Казахстана требовать встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На подходе к зданию администрации президента путь к женщинам перегородило спецподразделение полиции, которое не пустило женщин к чиновницам. В среднем содержать одного ребенка в месяц любой матери обходится порядка 150 тысяч, а нам дают 10 500. Это же вообще смех, это же позор. И вообще черта бедности 24 500. Кто такую черту выдумал? Почему тогда не 1 миллион? Если зарплата депутата 1 миллион, он получает каждый месяц. Что он нам дает, этот депутат? Вот такие подачки 10 500. Нынешний протест – это ответ матерей на действия госслужащих осенью прошлого года. На фоне массовых протестов власти сначала увеличили выплаты для нуждающихся семей до той самой 21 тысячи тенге на каждого члена семьи. Эта сумма была обещана всем семьям, где доход не дотягивал до 70% прожиточного минимума. Однако уже к концу года правила снова изменили. Теперь закон требует от малообеспеченных семей раз в квартал подтверждать право на получение адресной социальной помощи, а все трудоспособные члены таких семей должны выходить на малооплачиваемую работу. Сумма помощи нуждающимся в районе 10 тысяч тенге рассчитывалась определенными методами и с учетом экономической обстановки в стране. Эта сумма будет расти из года в год.
Я напомню, в Казахстане с февраля прошлого года продолжаются протесты многодетных семей. Сотни женщин неоднократно пикетировали административные здания и добивались встречи с чиновниками. Они требовали повысить государственные пособия на детей, выделить социальные квартиры, а также ввести льготы для многодетных семей. Но большинству матерей от чиновников так ничего добиться не удалось. Чиновники лишь принимали у них заявления на социальную помощь, но реальных денег не выдавали. Меры соцподдержки, которые власти Казахстана широко рекламировали, как утверждают матери, до реальных адресатов не доходили. Нападение на кыргызстанского журналиста осудили местные и международные правозащитные организации. Напомню, главного редактора сайта FactCheck KG Болота Темирова на прошлой неделе избили 3 мужчин. Все это произошло средь бела дня возле офиса редакции FactCheck KG. Сам Болот Темиров связывает нападение с журналистской деятельностью, но МВД считает, что избиение случилось с целью грабежа. Почему не у всех удовлетворяет версия следствия, расскажет Джазгули Гимбердиева. Грабеж. Именно по этой статье расследуется нападение на журналиста Болота Темирова. Избившие его 3 мужчин отобрали только его мобильный телефон. Однако ноутбук трогать не стали. Резонансный кейс под личный контроль взяло Министерство внутренних дел. Им дано направление для прохождения судмедэкспертизы. И как только будет заключение, может быть пересмотр квалификации статьи. На сегодня для раскрытия данного преступления создана дополнительная группа. Сам Болот Темиров связывает нападение с журналистской деятельностью, а именно с местью за последние разоблачающие статьи о семье экс-замглавы кыргызстанской таможни Раима Матраимова. К слову, последний слывет чуть ли не самым главным символом кыргызстанской коррупции. В журналистском материале Темиров написал о дорогих покупках жены экс-чиновника. К примеру, согласно его материалу, стоимость только 2 браслетов у Улкан Матраимовой, которая называет себя Амандой, составляет более 1 миллиона сомов, а эта сумма в 2 раза превышает годовой доход всей семьи. В объективность следствия я лично не верю, и, соответственно, мы с коллегами решили проводить собственное журналистское расследование. Я обращаюсь к местным жителям, которые видели происшествие, а также к организациям, которые имеют видеозаписи, с просьбой помочь в проведении журналистского расследования. И потому что это нападение было не только на меня, это было показательное устрашение и другим журналистам, чтобы они не расследовали в этом направлении. Избили журналиста 5 дней назад 3 мужчин спортивного телосложения. Случилось это возле редакции FactCheck KG. Степень тяжести полученных травм будет ясна после результатов судмедэкспертиз. Меж тем, факт нападения на работника СМИ осудили как местные, так и международные организации. Я приветствую реакцию президента Сооронбая Джейнбекова и призываю власти страны тщательно расследовать этот инцидент с применением насилия. Запугивание журналистов недопустимо ни при каких обстоятельствах. Средства массовой информации могут быть свободны только тогда, когда журналисты могут работать без запугиваний и угроз. Проведение тщательного расследования и своевременное привлечение нападавших к ответственности имеет важное значение для обеспечения соблюдения Кыргызской Республики своих демократических ценностей и продолжения традиций по защите свободной и открытой прессы. Я напомню, после выхода резонансного материала о дорогих покупках жены Раима Матраимова сайт FactCheck подвергся хакерской атаке. Недоступными на некоторое время оказались и другие информационные порталы, которые успели перепечатать данное расследование. Но до сегодняшнего дня ни один официальный орган по данному факту никак не отреагировал. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Я принесла солому, и сейчас мы с вами вспомним, что скоро Рождество. Что обозначает конкретно это словосочетание? Пытались ли вы покончить жизнь самоубийством? Да. Вы хотели умереть? Да. Когда начинается депрессия, тебе кажется, что ты словно тонешь в ванне. Я падаю.
Не знаю, как долго, как глубоко, в моем сознании кружат вихрем событий из прошлого, а в нем